1938 жылы жаңыдан түзүлгөн Кыргыз ССРнын Жогорку Совети Асаналы Толубаевты өзүнүн алгачкы төрагалыгына шайлаган. В 1938 году 284 депутата принесли присягу. Это был первый созыв Верховного Совета. Однако началом кыргызского парламентаризма депутаты пятого созыва решили учредить 4 июня 1922 года. Тогда в Пишпеке состоялся общенациональный учредительный съезд Кыргызской горной области, куда съехались более 400 делегатов. Задача у всех была сохранить кыргызскую государственность. 4 июня 2020 год. 6-й созыв Жогорку Кенеша. Төрага Дастан Джумабеков, поздравляя коллег с Днем парламентаризма, отметил, что работа депутатов пока остается незамеченной. Несмотря на критику, все же нынешнему созыву удалось принять важные для государства законы, подчеркнул спикер. Работа депутатов 6-го созыва, законы, принятые нами, сегодня могут оставаться незамеченными. Но, уважаемые коллеги, придет день, когда о нашей работе во благо страны и народа будут говорить, дадут свою оценку. Нам указывают и на наши упущения, но мы не избегаем критики и всегда пытаемся исправлять свои ошибки. Но мы достигли и успехов. Поэтому, уважаемые коллеги, поздравляю вас с нашим профессиональным праздником, Днем парламентаризма. Говоря об этапах парламентаризма в Кыргызстане, политологи считают, что страна находится лишь в начале своего пути. Потребуется не 1 десяток лет для того, чтобы достичь эволюции в этом направлении, где правит верховенство закона исключительно в интересах простого народа. И нет смысла искать что-то новое, когда опыт развитых стран лежит на поверхности, считает экс-спикер Зайнидин Курманов. Скатерти-самобранки у нас нет. Волшебной лампы Аладдина тоже нет, чтобы сказать, ай, парламентте жазапер дегендей. Поэтому все это надо создавать, надо привлечь экспертов, специалистов. Слава богу, они уже у нас есть. И они сделают любую модель. А потом уже дело политиков. Хотят они этого добиться или нет. А спроектировать парламент, будучи... Это достаточно простое дело. Спасибо англичанам, французам, римлянам, грекам, и индусам, китайцам. Они очень сильно постарались и много сделали до этого. Не надо ничего выдумывать. Для того, чтобы перенять опыт других стран, одним из важных этапов, по мнению политологов, считается необходимость усиливать правое крыло, где политические объединения будут защищать интересы бизнеса. Причины событий 2005 года, 2010 года заключаются именно в этом. Если бы наши правые силы, если бы бизнес, капитал крупный создали бы свою независимую политическую партию, независимую от власти, которая защищала бы их законные интересы честной, открытой конкурентной борьбе, тогда мы смогли бы создать два полюса с левыми. С одной стороны были бы те, кто защищает интересы трудящегося народа, и с другой стороны те, кто защищает интересы капитала. Верховный Совет Киргизской ССР 12-го созыва, оставшийся в истории как легендарный парламент, в 1993 году принял новую конституцию, согласно которой законодательный орган государства стал называться Жогорку Кенешем. Выборы в первый созыв состоялись в 1995 году. Последующие 15 лет были нелегкими для страны, но стали определяющими для кыргызского парламентаризма. С избранием Жогорку Кенеша 5-го созыва, согласно конституции, Кыргызстан перешел к парламентско-президентской форме правления. Алия Рашева, Бакыт Кошалиев, 5 канал.